В эфире передача «На легкой волне» и вас приветствует ведущая Ольга Михайлова. Здравствуйте, дорогие друзья! В этом и следующем выпуске моей передачи будет принимать участие совсем недавняя моя гостья Полина, которая приехала на Тайвань месяц назад с целью примерить на себя, на свое мироощущение, возможность проживания на острове в течение долгого времени. Другими словами, Полине хотелось узнать, сможет ли она на Тайване остаться жить навсегда. И вот 4 недели назад, когда Полина только прибыла на Тайвань, она рассказала мне о своих планах, о своей любви к путешествиям и особому подходу к проживанию за границей, а также о ее попытках найти для себя новый дом за пределами Санкт-Петербурга и, возможно, даже России. И тогда мы договорились, что через месяц, когда настанет время уезжать, мы встретимся снова и поговорим с Полиной о ее первых впечатлениях от Тайваня, о том, с каким ощущением она отсюда улетает. Именно об этом поговорим на этой и следующей неделе. Начинаем. Полина, привет. Привет, Оля. Представляешь, уже не добро пожаловать, а с возвращением тебя на Международное радио Тайваня. Да, с возвращением и до свидания, так сказать. Да. Ну, не знаю, может быть, до скорых встреч, так лучше сказать. А пока мы сейчас с тобой не прощаемся, а до того, как мы прощаемся, давай пообщаемся с тобой, как мы и планировали, о том, как прошло твое время на Тайване. Сколько мы с тобой, получается, не виделись? Месяц? Да. Месяц ровно. Как быстро для тебя пролетело это время? Вообще очень быстро. И я ставлю этому путешествию 10 из 10. Я просто заряжена максимально на позитиве, на, не знаю, все ресурсы, которые есть в этом месте, я как будто бы в себя просто впитала, и прям на очень позитивной ноте я... Ну, как бы позитивный то, что было круто, и на печальный то, что все таки надо уезжать. Что это были за ресурсы? Какие ресурсы Тайвань предлагает человеку, который приезжает сюда вот на какое-то короткое время? Ну, первое, что я должна сказать, что Даньшуй, то есть район Тамсуй, это район номер 1, то есть надо ехать именно сюда. В Тайпэй можно легко там потом выезжать на метро, чтобы смотреть уже какие-то там интересные всякие штуки, но вот именно для жизни и вот эти вот ресурсы, это вот, ну не знаю, я просто приезжала после города, например, возвращалась на свой район, выходишь из метро, там вот эти всегда бабушки с караоке, там начинается набережная, где все такие спокойные на чиле, набережная с морем, с этим видом прекрасным. То есть сразу вот как бы обстановка по кайфу. Вот, это стабильно. Мы с Региной говорили, стабильно на Даншуе все спокойно, все хорошо. Благодарю тебя за Регину. Я не знаю, насколько это там в эфире, не в эфире остается, но вот просто если бы ты меня не свела с этим человеком чудесным, который еще оказался моей соседкой по району, то я думаю, что мое пребывание на Тайване было бы просто в разы сложнее, в разы хуже, потому что все-таки без вот какого-то проводника, но особенно вот русского говорящего, потому что у меня потом мозг устает на английском, если я разговаривала долго. Ну, я бы всех красок вообще не оценила этого бы места, и всего бы я не узнала. А так, ну, это было прям просто какой-то прекрасный мэйч, новая дружба, просто мы друг друга заряжали, ходили везде, смотрели, но она как человек, который здесь живет уже там сколько, 7 лет, сколько, то есть она прям вообще много чего знала. И еще мне очень было приятно вот эта опция, когда я могла просто так вот стоять, и меня спрашивали, там, тебе какой чай, бабл чай, тебе какие жемчужины, и она на крутом вот этом уверенном китайском сама там разруливала с ними. Это прям очень приятная опция, потому что все равно с тайваньцами немножко как бы сложно за счет вот этого английского языка, и мы потом с Пашей обсуждали, что у меня английский, он становится глупее, чем он есть на самом деле, за счет того, что мне постоянно приходилось его упрощать, чтобы с ними говорить супер просто, чтобы меня понимали. И когда я уже должна была поговорить с кем-то на английском, кто реально нормально разговаривает, я уже ничего не знала, что сказать, потому что у меня английский просто атрофировался. Ну вот так. Ты назвала сразу несколько имен. Все они были у нас в эфире, эти люди. А Регина, с ней недавно был выпуск, посвященный онлайн-дейтингу на Тайване. Паша, он же Брокколи, рассказывал про то, как на Тайване свадьбы делаются. Не знаю, можно ли еще найти эти выпуски у нас на сайте. Я думаю, что да. Но Регину так точно. Много у меня вопросов. Во-первых, про ресурсы. Часто говорят, что на Тайване
главным ресурсом, главным, наверное, каким-то положительным, отличающим это место моментом являются люди. И обычно, когда это говорят, подразумевают тайваньцев, то какие здесь все вежливые, учтительные, готовы помочь незнакомцам, улыбаются и так далее, как с ними приятно. Но есть ощущение, что для тебя таким ресурсом оказались русскоговорящие люди. Права ли я и как много тебе удалось узнать о русской общине на Тайване? Ну, да, ты отчасти права. Но на самом деле у меня был матч не только с русскоговорящими. В какой-то момент я просто случайно познакомилась с девушкой из Индии, которая здесь училась по обмену, учила китайский в университете, и мы весь день просто прокатались по разным точкам, локациям, местам, и это было очень весело и круто, но, естественно, мы говорили на английском. То есть, наоборот, скорее с тайваньцами, действительно, они очень помогающие, добрые и так далее, но там есть нюансы, о которых я еще скажу, потому что все равно мою профдеформацию было никак не отключить, то есть я все равно своим клиническим, психологическим взглядом некоторые вещи подмечала, и они меня расстраивали, вот, но, тем не менее, да, в этом плане, конечно, они добрые. У меня была удивительная история, как я со своим характером уперлась в то, что мне нужно починить чайник, который у меня сломался, я только заехала. И я подумала, что нашла какую-то точку на карте, поехала на автобусе в другой район, и там, естественно, не оказалось никакой ремонтника, ничего там не было. Я просто зашла в ближайшую там риэлторскую компанию, спросить у них вообще, есть ли этот адрес и что мне делать. Ну, и на всякий случай я понимала, что если что, я просто попрошу их утилизировать чайник, потому что я понимаю, что я все равно сама не справлюсь, надо все равно его выкидывать как-то правильно, потому что здесь так должно быть. Просто подумала, что обращусь к ним за вопросом. Я не успела просто понять, в какой момент они меня окружили все, сказали: вот ты бедненькая, ты так далеко сюда ехала, вот что происходит с тобой, как же чайник, да выкинем мы этот чайник. Смотри, здесь рядом есть магазин техники, поехали, там уже просто машина стоит, меня в эту машину, я еду, нас так не воспитывают, нас воспитывают выживать. Нас не воспитывают так, чтобы на какую-то плевую вообще задачу резко так помогали делать, как будто бы я какая-то делегация важная, или как будто бы я реально попала в серьезную какую-то, ситуацию сложную, там за окном дождь, ураган, а я вот тут должна выжить. И вот они мне совсем помогли и отвезли меня до дома. Это плюс, и таких историй было немало, но есть нюанс, что какой-то полноценной уже, так скажем, дружбы здесь, не сложится. То есть помочь, да, но что-то более такое, да, выстраивать объемное, может быть, там, не знаю, с другими людьми бы получилось. Тут пока вот у меня такой опыт. И ресурсы для меня все-таки это еще даже когда я была одна и не там могла ни с кем не общаться, потому что там еще не была с кем-то знакома, вот просто поехать на природу, на автобус сесть, поехать до пляжа, там вот этот вот, мне нравится название, вот это шалун, пляж, очень забавный. Или потом мне Регина показала, что можно часик поехать дальше, и там вот дальше есть уже, где купаются. Вот это, конечно, очень круто. Или вот просто, как я не знаю, в какой-то момент решила, что я поеду все-таки на Илань, а потом выяснилось, что по моей мультипасс-карте не могу поехать на Илайн, надо доплатить 200 НТД. Я такая думаю, ладно, я сегодня не готова. Пошла в парк, там был очень красивый парк, и там, получается, парк, надо вот так подниматься, и там вокруг разные постройки, как из китайской какой-то деревни. Мне в какой-то момент переходит дорогу змея. Я немного просто отступаю назад. Здравствуйте, проходите, пожалуйста, я вас не заметила, проходите первая. И почему-то я подумала, что, наверное, это прекрасный день, чтобы все-таки подняться сегодня в горы. Я не знаю. Когда ты увидела змею, ты решила, что пора в гору подняться, да? Да, я подумала, что, вот сейчас я дойду уже до конца этого парка, а дальше что? Возможно, надо поехать в горы, раз уж я на море сегодня не поехала. И вот я просто там погуглила и пошла уже в районе... Куда-то я поднялась, где есть вулканы. То есть я даже вот не особо помню всех этих названий. Янминшань, это Да, Янминшань. да. Потому что здесь это так просто. Рядом со мной одни пожилые люди, там все со ступеньками, все везде с туалетами, с чем угодно, что просто вот такая у меня вышла прогулка в тот день. То есть такая легкость, да, решений. Хотя, с другой стороны, вот эти 200 NTD тебе испортили настроение, и планы пришлось поменять из-за того, что инфраструктура не полностью сработала хорошо. Но, с другой стороны, все достаточно доступно, и
можно спокойно сорваться и в другое место, и не нужно при этом что-то планировать, бояться, что что-то не получится. И на Тайване это действительно просто. Ну да, но здесь еще мое отношение тоже очень важно, потому что уже столько времени путешествий и психотерапии, я понимаю, что если что-то где-то не складывается, надо, значит, где-то что-то другое складывается. Надо просто это увидеть и развернуться. 200 НТД — это вроде не так много, но я настолько здесь расслабилась, что я подумала, в смысле? А мне в метро говорят, ну вообще-то это другой город, и там ваша карта и не должна действовать. Я такая, ну ладно, вы правы. Ну тогда не сегодня, я не готова. Хотя, по сути, можно было как бы так сделать, но вот что-то я так передумала, и очень часто бывает, что вот так спонтанно получаются какие-то интересные другие возможности. То есть, например, я помню, как я по этой горе иду и думаю, по своим ощущениям должна была уже к вулкану-то прийти, что-то я не прихожу. А я еще и по Google карте иду, то есть это все смотрю. То есть такая вот эта легкость, которая, я даже не поняла, что я на 2500 поднимаюсь. Мне казалось, сейчас вот я уже здесь, сейчас тут. А у меня спереди бамбук, справа, слева бамбук, сзади бамбук. Я думаю, где уже это, пик, где там все отдыхают, уже сидят. Ты, мне кажется, вот даже по звуку голоса слышно, насколько сильно заряженнее сегодня по сравнению с предыдущей нашей встречей. Ну, ясно, мы тогда с тобой еще только познакомились, с одной стороны, но с другой стороны, ты еще только приехал на Тайвань и не успел зарядиться всем тем, что, видимо, дало тебе эту энергию. Чувствуешь ли ты, что в тебе сейчас бурлит просто огромное количество каких-то новых эмоций и ощущений, и я не единственный человек в этой студии, который понимает, что что-то поменялось? Да, я думаю, 100%. Но это, в принципе, то, ради чего я и езжу в путешествие, потому что для меня это вот не просто какое-то хобби, для меня это как часть жизни, такой вот формат, где это то, что мне, в принципе, нужно для топлива. То, что мне, в принципе, нужно, чтобы вот выходить за рамки своего привычного и вообще смотреть по-разному на эту жизнь, и то, что потом остается частью моего опыта. Все то интересное, что я сейчас проживаю, да, и есть такая фраза, особенно среди молодежи, что ничего страшного, я сейчас создаю воспоминания для своей старости. И что бы сейчас ни происходило, это просто вот чем больше, тем лучше. Мы это сейчас уже все понимаем. 100% я заряжена. Тут самое главное — сбалансировать себя, не растерять это все, когда я вернусь, и направить это в нужное русло. То есть, чтобы, знаешь, это как вот, не знаю, на Олимпийских играх этот факел, да, передают вперед, вот, а потом его зажигают уже в какой-то огонь. Вот мне надо как-то себя так направить, и те дела, которые я себе там уже напридумывала, в том числе благодаря этой поездке, я буду реализовывать. Всегда ли ты чувствуешь себя таким образом, когда возвращаешься из путешествия? Тебе сам факт путешествия нравится, и то, что ты попадаешь в новое место, или что-то есть все-таки уникальное на Тайване, что тебя так сильно зарядило? Опять же, это в первую очередь все-таки что-то новое, природа и люди. То есть вот это самое главное. Потому что так вот выделить что-то еще такое одно, что есть в Тайване, но то, что здесь, в принципе, комфортно, и для этого есть все блага, да, и не надо там проходить через какие-то, не знаю, супер сложные моменты этой жизни. Нет, но они будут, как бы они есть здесь, но все равно все, что есть остальное, оно это перекрывает. Но еще мои выводы, они были связаны с тем, что мне хотелось посмотреть именно Азию, Тайвань или Китай, потому что я до этого строила какие-то эфемерные планы на то, что, может быть, здесь жить, переехать или еще что-то. Но эта поездка мне дала понять, что нет, мы не готовы к этому. И пообщавшись с людьми, вот особенно почему люди тоже важны, потому что они же рассказывают еще и свою биографию, потому что когда мы сидим замкнутые в своем каком-то мире и ни с кем не общаемся, мы даже не понимаем, что вообще-то вот это возможно, вот это возможно. Но мы все состоим из плоти и крови, мы все на самом деле одинаковые. То есть, значит, если для одного это возможно, значит, это возможно для другого. Тут вопрос, тебя это зажигает, ты реально так хочешь вот пройти такой же примерно путь или нет? Вот. И вот это все мне дало понимание, что хорошо, приезжать, да, явно для этого нужно еще больше денег. Если я буду приезжать еще раз, то, возможно, можно пожить там, где ближе все-таки к этому морю дальнему, там вот есть этот район. Явно было бы круче, если бы все-таки Тайвань давал. Я не знаю, может быть, ты знаешь, 2 месяца сейчас дают или 3, если человек не собирается ни поступать, ни учиться, ни работать, а вот просто как турист. Я сейчас, конечно, могу ошибиться, но мне кажется, я
точно знаешь, что это до 3 месяцев по туристической визе, с Мгм. учетом того, что ты предоставляешь все необходимые документы там по Ну да, банковскому да-да. счету и Мгм. размещению. Да. Ну, дольше 3 месяцев мне кажется, даже с теми паспортами, у которых виза по прибытии, нельзя находиться на Тайване. Мгм. Ну вот либо как бы что-то рассмотреть, потому что было бы еще круто, конечно, сдать на лицензию, чтобы здесь можно было именно байк водить. Тогда М. вообще, мне кажется, это прям какой-то новый левел возвращения сюда и нового опыта поездки здесь, пребывания здесь, потому что у меня он был определенный, но, понятно, уже этот вектор развития. А так, да, я поняла, что мне нужно все-таки иметь какую-то вот твердыню, какой-то мой дом где-то в России, и уже путешествовать, жить какое-то время, когда там погода хорошая и так далее в России, а уже путешествовать дальше все-таки в Азии. Ох, полоснуло по сердцу мне сейчас то, что ты так подошла осознанно к решению, оставаться ли на Тайване или нет, по-взрослому. Может быть, на психолога стоило идти учиться мне в свое время, потому что я приехала, влюбилась и осталась, и потом уже было значительно сложнее принимать решение, уезжать или нет. Давай поговорим о твоем решении и таком очень ярком осознании и понимании того, что здесь тебе не нужно оставаться именно жить, а приезжать, путешествовать, развлекаться, да, но не жить. Есть ли какая-то главная причина? Ну, наверное, все-таки, возможно, я понимаю людей, которые вот именно влюбились, то есть у них сложилась какая-то пара крепкая, и вот эта интеграция в новое место, она проходит как бы за ручку с человеком, представителем, да, вот этих вот земель, вот этого языка, вот этой нации, там, менталитета и так далее. Без этого фактора, мне кажется, что это надо как-то иметь сильную очень реально мотивацию, вот там как бы изучать китайский, это обязательно здесь все-таки надо будет, если уже реально оставаться. Ну, то есть есть некоторые такие моменты. Плюс сам менталитет. Возможно, мне нужно еще свою эту спесь себя согнать и вот эту какую-то выживальческое ядро, которое присутствует. Какие есть моменты здесь? Тайваньцы, они достаточно расслабленные. И они достаточно, ну, то есть не ориентированы на что какая-то, может быть, безопасность, что надо как-то уступить дорогу, еще что-то. То есть они настолько расслаблены, что иногда из метро, когда ты выходишь, они просто стоят в телефоны, упершись, и они не понимают, что вот надо как бы отодвинуться, еще что-то, еще что-то. И вот эта вот сильная аутизация, которую здесь я заметила, она стала частью того, что меня периодически вгоняло тоже в какую-то такую фрустрацию. Потому что я это еще заметила, когда поняла, что несколько дней мне не нужно было, допустим, ехать в Тайпэй на метро. Я не касалась этого транспорта вообще, а там что-то другое делала. Потому что в метро это очень сильно давит. То есть они все просто в телефонах. И как бы это для меня было таким сложным фактором. А плюс фактор вот этого, то, что мы тоже с Региной обсуждали дейтинг, естественно, да, мы обе свободные девушки, и, естественно, мы рассматриваем, и ищем, да, но мне кажется, это достаточно сложно здесь за счет того, что, ну, не знаю, окей, там, мне, допустим, 30 лет, я что-то сама себе сделала, там, да, у меня есть какой-то опыт, и я вот уже там зарабатываю сама, живу отдельно и путешествую, все такое, а какой-нибудь такой же среднестатистический мужчина местный, он, например, еще заканчивает жить с родителями, там, устраивается на работу, я не знаю, только-только закончил PhD или там магистратуру, или что там он делал. Ну, то есть все равно это немножко другой уровень людей, потому что это совершенно другой менталитет, совершенно другое воспитание. И вот то, что мне рассказывала Регина, ну, это уже мне как психологу интересно, да, что все равно некоторые такие моменты, они выстраиваются, исходя некоторой системы, которые существуют, ну, образования, правил и устоев. То есть я так поняла, что детей воспитывают с детства, и я удивилась тогда, сказала, почему я вижу школьников, которые в 6 вечера идут домой. И вот мне Регина объяснила, что здесь так устроено, что вот они должны всегда быть заняты, что даже если это садик, то там какое-нибудь преподавание английского, еще что-то. То есть очень мало моментов, где они просто бесятся, играют или там как раз-таки учатся коммуникации, потому что игры иногда не просто игры, а очень важно, чтобы они постоянно друг с другом взаимодействовали и учились общению. Получается, что они должны быть всегда заняты, потом как бы вот они должны долго учиться уже, когда они в школе, и потому что ребенка там что-то нельзя одного дома оставлять до какого-то возраста, а им, как правило, некогда, потому что они все работают.
Ну и вот получается, что мы по итогу имеем поколение, которое всегда должно быть занято, они вот это дебанят, перерабатывают, либо постоянно смотрят телефон. То есть это, опять же, постоянная занятость, потому что у человека нет научения того, что такое вот просто жить, смотреть вокруг, общаться с людьми и так далее. В рамках дейтинга это, получается, надо постоянно, наверное, быть в каких-то сайтах знакомств, потому что очень низка вероятность, что кто-то из тайваньцев захочет сам именно проявить какую-то активность и познакомиться. Вот. А я активная, даже где-то чересчур активная и такая вся из себя другая, абсолютно другая. Дорогие друзья, на этом выпуск передачи «На легкой волне» на этой неделе подошел к концу, но мы продолжим наш разговор с Полиной на следующей неделе. Как и всегда, я благодарю вас за внимание и надеюсь, что за последние 20 минут вы узнали что-то новое и интересное о жизни на нашем прекрасном острове. Передачу для вас провела ведущая Ольга Михайлова. До скорых встреч на волнах МРТ.